Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, гость программы интервью в эфире главного телеканала Республики. Обсудим главные инициативы партии ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли на программу интервью. Первая тема, которую хотелось бы обсудить, вас назначили руководителем, это федеральная структура, комитета партии ЛДПР по борьбе с коррупцией. Вот какие задачи перед вами поставил Владимир Вольфович Жириновский и какие шаги вы будете делать вот в первую очередь? Собственно говоря, в названии все сказано. Это комитет по борьбе с коррупцией, который будет работать в каждом субъекте, то есть во всех 85 субъектах Российской Федерации. Это федеральная структура, у нас везде есть отделение. На базе отделения это будет работа проводиться. Изначально очень хорошо у нас поработало отделение в Санкт-Петербурге. И сейчас мы этот опыт будем распространять на всю страну. Борьба с коррупцией, вы как знаете, это бич нашего общества. То есть люди воруют бюджетные деньги, а бюджетные деньги – это деньги народа, которые формируются за счет, в том числе, налогов, которые платят наши люди, в том числе пенсионеры. Поэтому, конечно, недопустимо это. Это надо пресекать. И все эти факты мы будем расследовать в каждом субъекте, в том числе Башкирия, конечно, не исключение. Это мой родной субъект. Сейчас мы формируем структуру. Будет руководитель, будут 3 заместителя. Ну и, соответственно, в каждом отделении будет действовать, собственно говоря, отделение, филиал этого комитета по борьбе с коррупцией. На сегодняшний день мы уже начинаем свою работу, и, собственно говоря, каждый житель республики, да не только республики, но и страны, может уже направить сообщение о коррупции вот по этому адресу: akk-ldpr@mail.ru. Поэтому мы ждем от вас сообщений. Могу вам сказать, что мы будем отрабатывать каждое сообщение о фактах коррупции, потому что действительно это бич нашего общества. Мы все видим, как она разъедает наше государство изнутри. С этим надо бороться. Надеемся, что мы будем это делать успешно. Иван Константинович, если не ошибаюсь, планируется проведение онлайн-курсов. В чем они заключаются и что они будут давать? Ну, собственно говоря, сейчас разрабатывается курс лекций. Вы все знаете о том, что у нас есть Институт мировых цивилизаций. Это тоже партийный проект. Но хотелось бы отметить, что он, скажем так, такой современный, прогрессивный. И с учетом того, что мы прошли пандемию, надеюсь, что мы ее прошли, и 3-й волны не будет, с учетом вакцинации и того, что многие переболели, мы перешли все-таки на онлайн формат наших лекций. И вот сейчас разрабатывается курс лекций по борьбе с коррупцией для членов нашей партии, для наших отделений по всей стране. Ну, чтобы люди знали, как выявлять коррупционные составляющие и как с этим бороться. Это очень главная тема, которой вы занимаетесь. В следующем году, в 2022 году, в Башкортостане пройдет Апимондия. Мы знаем, что у нас в республике пчеловодство очень активно развивается. При этом вы понимаете, что это одна из главных отраслей сельского хозяйства, и у вас есть предложения. В чем они заключаются? Ну, собственно говоря, мы постоянно работаем с пчеловодами и следим в том числе за развитием законодательства. Наша партия первая вносила законопроект о пчеловодстве, федеральный закон. У нас всего в 3 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Башкирии, был свой закон, закон субъекта, то есть закон, который касался именно Башкортостана, ну, в частности и в Алтайском крае тоже был закон о пчеловодстве. И, конечно, нам был необходим закон о пчеловодстве, который бы действовал на всю страну. К сожалению, партия большинства не поддержала наш закон, но они поддержали законопроект партии КПРФ, который, к сожалению, оказался не до конца выверенным и вызвал большое общественное возмущение пчеловодов всей страны. Хотелось бы отметить, что основная масса пчеловодов – это личные подсобные хозяйства, то есть это частники, у которых одна пасека, там 100 ульев, у кого-то 10. Эти пчеловоды, благодаря этому закону, были выведены за пределы правового поля. Ну и мы сегодня внесли закон
который эту ситуацию исправляет. Ну, кроме всего прочего, конечно, хотелось бы отметить, что такого направления в пчеловодстве, как бортевое пчеловодство, которое существует только в Башкирии и является, на мой взгляд, вообще национальным достоянием нашей республики, его не существует нигде в стране, в принципе. Поэтому, конечно, в Орловской области такого пчеловодства нет. И этим законом, конечно, это тоже пчеловодство не было учтено. Мы эту ситуацию также исправляем нашими поправками. С этим законопроектом в полном объеме можно ознакомиться на сайте Государственной Думы Российской Федерации. Мы встречались с нашим сообществом здесь, в Башкирии, этой весной, потому что действительно большой общественный резонанс вызвал закон, который был внесен Зюгановым с авторами. Более 92% пчеловодов это вот как раз это частники. Этим законом их интересы никак учтены не были, хотя закон называется о пчеловодстве. И я хочу сказать, что все пчеловоды, которые участвовали в этом заседании, они поддержали те изменения, которые вот мы сегодня внесли. Надеемся, что они будут приняты. Иван Константинович, вот вы даже мед принесли, где есть символика ЛДП. Расскажите, пожалуйста, про него. Да, собственно говоря, это мы совместно с нашими пчеловодами изготовили этот мед, который также по всей стране разойдется. Это хорошая реклама для нашего башкирского производителя меда, для наших пчеловодов. Уникальность его в том, что это высококачественный мед, башкирский мед, здесь сбоку надпись, и сверху, собственно говоря, помимо нашего бренда ЛДПР, надпись «Башкирский мед». Я считаю, что это, собственно говоря, популяризация нашей республики в масштабах всей страны. Ну и не только страны, потому что я являюсь членом Межпарламентской ассамблеи православия, и этот мед также попадет и нашим зарубежным членам ассамблеи. Вы поддерживаете талантливую молодежь. Вот прошел конкурс юных техников и изобретателей. Каковы результаты? Результаты, как всегда, потрясающие. Наставник года из Башкирии у нас получил премию 100 тысяч рублей. Ребята, которые в этом году станут финалистами, финал пройдет у нас 2 июля в Государственной Думе. Я надеюсь, что мы проведем его в очном режиме. Кстати, в регионе уже 3-й раз мы проводим на таком высоком уровне этот конкурс на базе Уфимского государственного нефтяного университета. Конечно, хотелось бы выразить благодарность руководству данного вуза. Уже на протяжении 3 лет мы проводим на их базе это великолепное мероприятие. Единственный момент, что в прошлом году нам не удалось в очном формате, в силу определенных причин, проводился в дистанционном формате данный конкурс. В этом году мы смогли лично пообщаться с ребятами, пожать руки и вручить призы. Поэтому ждем этих финалистов, наших ребят талантливых в Москве 2 июля. Хотелось бы сделать маленькую ремарку в части того, что впервые в этом году их работы будет просматривать Роспатент. Это кроме того, что там плюс 10 баллов к ЕГЭ и возможность участия в национальных проектах. В этом году Роспатент просматривает их работы, и лучшие работы, отобрав, они помогают составить заявку на получение патента и, собственно говоря, довести до самого получения патента. Это, во-первых, время, во-вторых, это технически очень сложно. Да и сама возможность. И в-третьих, это и финансовая нагрузка очень серьезная. Поэтому вот такая возможность для наших талантливых ребят. Просто отличная путевка в большое будущее. Да, это социальный лифт. Иван Константинович, за время пандемии ряд инициатив ЛДПР получили даже одобрение президента России Владимира Путина. Мы говорили и про поддержку студентов, которые работали волонтерами. Да? Сейчас еще одна инициатива обсуждается. Это сертификаты на средства индивидуальной защиты номиналом 10 тысяч рублей. В чем здесь суть? Да, суть в том, что буквально не так давно очередной спецавтобус ЛДПР покинул нашу республику. Ну и общаясь с людьми, встречаясь с ними, мы видим, что многие из них носят маски
не то что неделями, а месяцами. Но у людей просто нет денег. Многие потеряли работу, многие потеряли доход. И это, конечно, недопустимо, потому что все мы знаем, что маска работает всего 2 часа. Ну, обычная маска, которая продается у нас в магазинах и в аптеках. Это все отражается на здоровье наших граждан. Ну и в первую очередь самые уязвимые наша часть общества, это, конечно, пенсионеры. Поэтому я вышел с инициативой, чтобы хотя бы раз в год им на сумму 10 тысяч рублей выдавались сертификат, который они бы могли обменять тем или иным образом на средства индивидуальной защиты, которых так не хватает им в этой жизни. Еще раз повторюсь, и речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Иван Константинович, если коротко, взаимодействие с религиозными организациями, здесь наверняка тоже есть подвижки? Суть в том, что к нам фактически год назад обратился Верховный муфтий России Талгат Сафич, Тажудин. Проблема возникла с махалля, которых, собственно говоря, прокуратура преследовала за то, что они используют в своих наименованиях слово «Россия», «Российская Федерация». Но дело в том, что нашей традиционной конфессии уже гораздо более 50 лет. И именно это условие позволяет нашим организациям использовать без каких-либо специальных разрешений это наименование. Поэтому я с членами комитета разработал соответствующий законопроект, внес его, и хотелось бы сказать, что буквально вчера мы его успешно приняли в 3-м чтении. Надеемся, также успешно он пройдет через Совет Федерации, и его подпишет президент, и проблема будет устранена. Так что мы поддерживаем и наши традиционные конфессии, в частности мусульман, которых в нашей республике большинство. Спасибо большое, Иван Константинович, что вы пришли сегодня к нам в интервью. Будем вас снова здесь ждать. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, был гостем программы «Интервью». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.